съемочная группа телепередачи «Архитектурные тайны Сухума» находится на улице Званба. Эта улица, как и все сухумские улицы, перпендикулярные морю, одним концом упираются в набережную, другим концом в Сухумскую гору. Эта улица переименовывалась 6 раз. Сначала она была Адмиралтейская, потом Атарбековская, потом Ворошиловоградская, потом она была Церетели и, наконец, Званба. На этой улице очень много интересных строений, и об одном из них мы недавно делали передачу о кирпичном доме. Но вот этот особняк серенький, очень камерный, очень красивый, привлек наше внимание давно. И мы решили пообщаться с владельцами и немножко поговорить об этой архитектуре. Итак, мы расположились рядом с рестораном «Сагум» и сели за один столик, как оказалось, с автором данного проекта. Беслан Брантов. Беслан, мы узнали, что очень интересные знаковые строения Сухума вы строили. Это и Атриум, и Эрцаху, и Дем, и Маэстро, и еще ряд других объектов, и не только в Сухуме. Но вот этот очень маленький, камерный, интересное такое строение вы построили несколько лет тому назад. Так, наших зрителей интересует, почему была выбрана вот такая форма, цвета и так далее, и так далее. Расскажите нам, как возникла эта идея в вашей голове. Давайте попробуем. Все довольно спонтанно. Когда меня пригласили, был только каркас бетонный. И мы долго перебирали разные варианты, концепции, форматы. Отделять второй этаж от первого, соединять второй с первым, отделять третий, вот эту надстройку балконную. В общем, перебрали кучу вариантов. Но, к счастью, здесь учредители очень перфекционистски подошли к своему строению. И моя задача как архитектора не дать ошибиться заказчику. А здесь как раз наоборот произошло. Они мне не дали ошибиться. Мы долго подбирали фасады, цвета. Ну, в общем, пытались раствориться немножко в городской архитектуре, не выделяться вычурными цветами, только формой. Вот, собственно, наверное, вот так мы тихо-тихо к этому. То есть это не было таким решением спонтанным, прям сразу бах и получить готовое строение. Такой был довольно временной путь, который мы прошли. И, собственно, для меня, во всяком случае, главное, что заказчики остались довольны, мы ни в чем глобально не ошиблись. И город как-то так щадяще отреагировал на наше строение. Спасибо горожанам тоже за это. Беслан, это если в общих чертах. А вот меня интересует, знаете, вот я бы назвала вот это такая сдержанная архитектура, без всяких прикрас, но при этом очень элегантная. Вот форма. Ну, форма навеяна нашей старой архитектурой, городской. Мы здесь выросли, естественно. Мы это каждый день наблюдаем, просто не заостряем на этом внимание, но подсознательно это откладывается. То, к чему привыкает твой глаз, то, от чего нет отторжения, как у любого человека от естественных цветов в природе. Да, вот есть естественные цвета, к которым мы привыкли, которые дает нам природа. И мы к этому привыкаем, понимаем, что они нам не надоедят со временем. То же самое и здесь. То есть те формы, которые присутствовали в старых дореволюционных постройках, мы, как бы так, немножко собрали оттуда. Вот, кстати, фасад гранитный.
Мне отчасти навеян был домом Бубновой, вот где хотели сделать музей Бубновой. Вот здесь на Пушкина. Дом Да, Даля. дом Даля. Там есть вот элементы вертикальные, которые пересекаются с нами. Но это так вот очень иллюзорно было. Я потом понял, что, собственно, оттуда какие-то элементы, ну, можно сказать, Ну, так, я бы так сказала, подсмотренная да, архитектура, и подсмотренная. какие-то элементы, которые разбросаны по всему Сухуму, ну, воплотились в архитектуре этого дома Да, отчасти. отчасти. Отчасти так, да. Хорошо, а вот серый цвет, вот был выбран серый цвет, а, ну, Сухуму не характерен все же цвет. У нас более светлые строения, но он и не входит в диссонанс, как это ни странно. Вот почему серый? Во-первых, я люблю серый. Я даже сам серым сегодня. Во-вторых, был, потому что даже в сталинское время зачастую использовали серый гранит в монументальных цокольных на первых этажах. Просто, возможно, у нас этого нету практически. А, допустим, если взять Москву и там другие крупные города, очень часто применялся. В мостостроении серый цвет, в опорах, то есть облицовывали. И, ну, не знаю, мне всегда нравился, особенно вот с такой текстурой, фактурой, вернее, тактильной, не полированный, он такой, здесь, по-моему, или химобработкой, или гидрообработка под высоким давлением воды, вот выщербливается слой, и он такой, как наждачная бумага становится. Вот, собственно, и все. Понятно. Все просто. Плюс антивандальный материал долго продержится. И самое главное, в фасадном материале его благородное старение. Вот это еще англичане сказали, нет ничего дороже, чем благородное старение материала. Вот как наш кирпич старый, просто за ним больше ухода нужно, чем за гранитом в этом смысле. Вот вы сейчас о фактуре заговорили. Вот перечислите нам, если это не сложно, строительные материалы, которые были использованы. Потому что я так знаю, что это не местный материал, а привозной. Да, мы его привозили здесь, к сожалению. Вот сейчас ребята начали заниматься нашим местным камнем. И мрамор у них будет, и гранит, и наш известняк старый. Ну, к сожалению, на тот период никто не занимался. Здесь очень сложная форма, и только Китай взялся за прорисовку, да, того, что мы сделали, с тем шагом, который нам нужен. То есть они нам собрали фасад там, в Китае, на месте, потом его разобрали и прислали сюда. Вот. То, что касается первого этажа, естественно. Ага. А так, ну, в здании присутствует только один современный материал, искусственный, это пенополиуретан или пенопласт, как мы его называем, это лепнина. Мы очень долго искали, кто сделает бетонную, как в старые добрые времена, вот все старые дома дореволюционные, это все бетонная лепнина, тянутая вручную, формой, мастерами, но, к сожалению, на тот период мы не нашли мастеров, кто бы сделал, да, это. Вроде так вот он особо не выделяется своей новизной. После покрытия кажется, что это вот что-то оттуда с тех времен. Вот вы знаете, я просто как обыватель хочу сказать, что вот это, значит, остекленение, которое очень хорошо работает вместе с вот этой мраморной плитой. Как оказалось, очень органично. Тоже подсмотрели. Где? А я скажу вам где. Улица бывшая Фрунзе, сейчас Айтгиллера называется. Вот девочка Маршан, Да. дизайнер, у нее первый этаж. Ах, вот так. Да. Простит она меня. Но нам всем очень понравилось, как она сделала свой фасад. Там у нее тоже серый гранит лежит. Да. Вот, ну, собственно, оттуда мы и позаимствовали. Вот, я думаю, вот честно это, скажу. Ну, это вот очень классно получилось. Оно идет как нечто целое. Вроде разные материалы, стекло и гранит, да? Но вот получилось очень целостное такое. Это вот как раз тот формат из категории, который надо увидеть и пощупать. Вот мы увидели, пощупали и поняли, что никакого отторжения, прекрасно, гармонично вписывается в наш старый облик, и мы его просто частично откопировали. И... Я хочу сказать, что вот вам, как автору вот этой задумки,
я не знаю мнения других людей, но большинства знаю. На мой взгляд, это строение очень хорошо вписалось. Оно обязательно обращает на себя внимание. Люди, проходя, останавливаются, рассматривают. И несмотря на то, что по обеим сторонам стоят строения более позднего периода, аптека Френкеля вообще одна из старых аптек города Сухума и здание, построенное в 80-е годы, на мой взгляд, три разных времени, но все три разных времени не дисгармонируют друг с другом, а как-то все это очень хорошо вписалось. Большое вам спасибо. Спасибо вам, спасибо горожанам, кто так приятно реагирует. А это да, это как у людей, когда поколения разные живут в одном доме. Внуки, родители и деды, это нормально, мы к этому привыкли. Так и здесь должно быть. Все меняется, как старые и новые машины. И они довольно приятно друг с другом смотрятся и не вызывают никакого отторжения. Ну вот мы и зашли в это очень интересное здание, нашли одного из совладельцев его, Астамур Каба, и все-таки он нам расскажет, как было названо это строение, почему Сагум, что такое Сагум. Очень много людей задают нам эти вопросы, и вы, конечно, нам можете рассказать эту историю. Ну, на самом деле, нам тоже многие задают этот вопрос, что такое Сагум, оно не на слуху, и мы к этому тоже пришли нелегко. Изначально на стадии строительства мы не думали об этом, и думали, это вот, когда подойдет, тогда и решим. Но это оказалось нелегкой задачей, учитывая суть и назначение нашего объекта. Ну, во-первых, почему нелегко? Потому что объект находится на исторической части, в исторической части города нашего, на одной территории с такими памятниками архитектуры города, как дом-музей Лакоба, дом-аптека Френкеля знаменитая. Кстати, в эти же времена здесь построили здания. Вот. И нас это обязывало к тому, что название должно было гармонировать с историей Сухума, да, с духом Сухума. И еще задача усложнялась тем, что для нас название должно было быть универсальным, как для отеля, так и для ресторана. Да. Вот. И мы, в общем, начали обращаться к разным источникам историческим, топонимики Абхазии, начали изучать труды разных ученых, и вместе с моим компаньоном Киут Даут Мирович, кстати, благодаря которому мы и начали этот проект. Сложность еще составляла в том, что многие исторические названия были заняты, а какие-то названия нас обязывали к чему-то, там, какой-то определенной стилистике и интерьеру. Но учитывая, что у нас здание уже стояло, мы не могли потом под название переделать интерьер и стиль. Вот. И мы пришли к тому, что название может быть обобщенным и носить такой собирательный характер. Разные мнения у нас были, мы даже там создали группу, кидали разные названия, обсуждали. Я со своими друзьями, Даур со своими друзьями, и даже иногда устраивали батл такой и отстаивали. Да. В одном мы сходились, что это должно было быть связано с историей как-то и с духом нашего города. В одной из, когда мы изучали, наткнулись на статью очень интересную, название «Сухум», про его происхождение. Автор Карл Федорович Ган был такой немец по происхождению, он кавказовед, ученый, вот, и он выдвигал такую
Он писал о том, что название Сухум могло происходить от древнеабхазского названия Сагум, что означает страна, лежащая на реке Гум. А Гум, как мы знаем, это историческое название Гумисты. Жители этого района называли Гума, гумцы. Вот. И вместе с тем известно частное имя, княжеское имя Сагум. Мы увидели в нем не только связь с историей города, такое собирательное как бы название, которое может объединить в себе наши традиции, наши реки, землю, как бы вот. То есть это не инородное слово, это слово наше, это местечко, Гума. Да, в конце концов, не последним аргументом было то, что оно очень созвучно с Сухумом, и вот в унисон звучит с Сухумом. Сагум, Сугум, Сухум. Я даже склонна считать, что Сухум это не Скум, Кале, Да. а это именно Да. вот то, что вы говорите, Сагум, скорее всего. Да. Как Вот. одна из версий. И мы решили вернуть к жизни это старинное слово. Мы не претендуем на историческую точность этого названия, потому что до сих пор многие ученые и лингвисты спорят по поводу версии Гана и вызывают определенную дискуссию. Но нас вдохновила эта гипотеза, которая могла бы стать, которая стала, можно сказать, философией нашего объекта. Да? Для нас Сагум – это дань уважения к истории, к нашему городу, к традициям, которые мы можем через нашу атмосферу, там, через кухню и через сервис нашим гостям преподносить. Мы очень благодарны, что такой человек, как Беслан Брантов, участвовал в нашем проекте, потому что он на самом деле уникальный человек, который смог совместить в себе и человеческие качества, и профессионализм. И учитывая, что мы с моим компаньоном на некоторые вещи по-разному смотрели, да, в силу возраста, может быть. Я там какие-то более современные, может быть, видения имел, а он исходил из точки зрения там, практичности, технически, чтобы это все было правильно. И вот Бесик сумел это все как-то совместить. Да, это нелегко было, но он смог это сделать. Спасибо ему огромное. Я думаю, историческая часть нашего города приобрела очень интересное строение, которое приятно заходить, приятно быть в нем, находиться. И мы благодарим вас и очень бы хотели бы всех зрителей призвать к тому, чтобы в исторической части города строились качественные здания, и строились бы они профессионалами. Вот мы рассматриваем с старой фотографии, со Стамуром, а что же находилось на месте вот этого великолепного строения. Мы видим какой-то скелет, который вот как раз и был построен в тот самый период, в который был построен музей Нестора Лакова и аптека Френкеля. Да. Стамур, вот в руки вам попало вот такое строение, но оно уже принадлежало другим. Да. Кому? Это здание было национализировано там, в 1920-х годах, когда советская власть установилась в Абхазии. И с тех пор это здание стало жилым. И вот до послевоенное время наше тоже здесь жили люди. Но здание было такого барачного типа, и со временем оно обветшало. И еще в 90-х годах был пожар, и после этого здесь невозможно было жить. Мы после этого несколько частных лиц его приобретали, мы его приобрели в 2015 году. Вот на фотографиях видно, вот это то, что единственное, что осталось от здания, это стена, которая примыкает к зданию Кабинета министров Званба 9.
Вот, оно вплотную, Было. да. И мы, насколько возможно было, отошли, Отошли. да, в целях безопасности нашей. Но мы знаем точно, Астамур, что все три комплекса, аптека Френкеля, музей Бастанджоглу, да, музей Лакоба, и вот это здание, в котором на втором этаже была табачная сушилка, приобрел некий... Приобрел, да, купец первой гильдии Аршак Гулянц, который переехал сюда вместе со своей семьей из Турции еще до начала геноцида. Вот. Кстати, его потомки до сих пор живут здесь, чем мы очень гордимся, что мы являемся соседями таких, во-первых, замечательных людей, мы очень дружим, и с такой историей. Да. Вот. Там есть какая-то связь с Нестором Лакоба. Нестор Лакоба, сам Гулянц, они дружили с Нестором Лакоба. Ашхен Гулянц, вот эта внучка, получается, ее маму первый класс повел сам Нестор Лакоба в школу. Это тоже такая трогательная история, которой мы гордимся. Вот. И Какая неожиданная связь Нестор Да. Лакоба да, и купец Гульянц. да. Ну, здесь очень атмосферно, вот, очень атмосферно, уютно. Кроме всего этого, здесь очень приятный персонал, очень приятные люди, и хозяева тоже достаточно дружелюбные. И обстановка располагает к тому, чтобы посидеть, отдохнуть. Мы как-то сидели здесь с нашими гостями относительно недавно, вот, и нам сделали комплимент, то есть прислали нам за стол комплимент, это было очень приятно, и я почувствовала себя вот в каком-то европейском городе, потому что когда ты путешествуешь, очень часто делают комплименты гостям, и это правда очень приятно. Я почувствовала вот этот вот европейский дух. Вот. И то, что они сейчас предусмотрели тоже места на улице, это правда тоже очень приятно. Вот. Особенно вечером здесь тоже такая обстановка царит, уютненькая. Вот. Так что... А вот по поводу архитектуры тебя ничего не смущает? Вот все органично, на твой Ну, взгляд? можно сказать, да. Я сейчас не могу сказать, что я в этом очень хорошо так разбираюсь, но могу сказать, что это место очень как-то вписалось вот в эту улицу, она очень оживилась. Вот, я еще тут вот напротив, прям в здании, прохожу курсы вот, английского языка, и вот мы часто сюда тоже заходим. Вот, это очень удобно, девочки всегда нам сварят кофе, всегда учитывают пожелания клиента, иногда даже прочитывают мысли, это тоже прям такой важный очень нюанс. Вот, поэтому я желаю удачи хозяевам этого заведения. Вот, мы будем сюда приходить часто.